являющийся социально престижным предметом. И возможно, что в таких амфорах привозили сюда в Поволжье вино, масло. А вот этот сосуд очень интересен еще и тем, что на нем есть изображения, прочерченные как бы знаки, можно мы сказали, или изображения зооморфные. Это собака, а вот второе изображение – это олень. Вполне возможно, что это одна из мифологических сцен, известных для эпохи Средневековья. Древних обитателей Самарской Луки соплеменники хоронили по обряду ингумации, то есть трупоположения. Ориентировка останков погребенных допускает возможность разделения их на две основные обрядовые группы. В более ранних могильниках новинковского типа погребенные ориентировались головами на восток, северо-восток. В более поздние этапы их начинают предавать земле головами на запад и северо-запад. Вероятно, различие между ними определялось традицией положения умершего лицом к солнечному закату или в сторону восходящего солнца. В дальнейшем оба способа погребения сосуществовали рядом, применялись параллельно, подтверждая тем самым некие этнические или религиозные различия местного населения. Движение булгар с юга на север, а именно так, как мы сейчас представляем по археологическим данным, происходило, было процессом длительным, растянувшимся на несколько столетий, даже не десятилетий. И археологические следы его прослеживаются на больших расстояниях и на различных географических точках Поволжья. Прежде всего, ближайшая к нам – это Самарская Лука. Именно через нее, скорее всего, и проходил путь булгар на Среднюю Волгу. Каким образом, какие временные рамки это происходило, сказать затруднительно. По крайней мере, на протяжении 7-го, начала 8 века этот процесс шел очень активно. Группы булгар были, правда, немногочисленны, как и, собственно, памятники того времени на Самарской Луке, да и у нас на Средней Волге. Из последних открытий особый интерес представляет могильник на территории города Ульяновска, который, в сущности, подтвердил сам маршрут движения булгар по побережью Волги выше на север. Среди тюркоязычных булгар четко прослеживается угорский компонент, который как минимум с IX века начинает играть активную роль в формировании булгарской народности на ранних этапах ее существования здесь в Поволжье и уже в булгарской государственности в последующем. В первые века нашей эры этнические угры Южной Сибири и Приуралья подверглись сильному влиянию гунских племен, а в середине первого тысячелетия и кочевых тюрок. Они охотно заимствовали культуру могущественных хозяев евразийских степей и лучшие образцы их вооружения. Представители угорской племенной верхушки и тюркской элиты нередко заключали межэтнические браки в политических целях. Стоит учесть и тот широко известный факт, что ближайшими соседями новинковских племен в ту историческую эпоху были представители угорских, кушнаренковской и караикуповской культур. А в IX веке через территорию Самарской Луки происходила массовая миграция кочевых угорских племен на запад, в сторону Подонья, Поднепровья и далекой Паннонии, где средневековые мадьяры
впоследствии обрели свою новую родину – Венгрию. И угры, возможно, могли присутствовать уже или в составе, собственно, смешанных вот этих раннеболгарских племен. И мы не исключаем, что на поздних этапах, уже на рубеже 8-9 века, сюда могли приходить и, собственно, угорские и мадьярские группы населения, единичные захоронения которых мы уже здесь в Среднем Поволжье фиксируем в IX веке. Не случайно, что еще в конце X века прослеживаются эти связи и подтвержденные данные письменных источников. Часть булгар откочевала в Паннонию и приняла активное участие уже в жизни государства другого, Венгрии. Вот. И некоторые данные позволяют говорить, что даже город Будапешт отчасти был построен или, по крайней мере, заселен булгарскими выходцами. Поэтому этот компонент этнический Волжской Булгарии очень интересен и подтверждается археологическими материалами, характерной керамикой, украшениями, которые типичны для этого периода и для этих этнических групп. У угров был специфический погребальный обряд, характеризующийся элементами, связанными с сопровождением покойных определенным набором вещей, прежде всего погребальными масками, украшениями, сделанными из серебра. Основная часть новинковских памятников существовала где-то до середины 8 столетия. Мы пока не можем точно сказать, когда именно прекратилось их существование, но мы можем связать исчезновение их с одним очень интересным историческим событием. Это походом 737 года арабского полководца Мирвана на хазарского Кагана. И мы знаем, что где-то, уходя вверх по Славянской реке, скорее всего вверх по Волге, хазарский Каган собирал свои отряды и собирался дать отпор полководцу Мирвану. И, судя по всему, решающее сражение, которое на самом деле превратилось в побоище, разгром, полное уничтожение хазарской армии, происходит где-то недалеко от окрестностей современной Самары. И, возможно, именно после этого сражения и исчезают памятники новинковского типа. События военного похода 737 года в Восточную Европу под началом арабского полководца Марвана бен Мухаммеда до сих пор остаются предметом горячих споров. Маршрут движения его войск через Дарьяльский проход и Дербент вглубь земель хазарского каганата вполне мог пролегать не вверх по течению Волги, а в район Подонья и Северского Донца. Судьба остатков разгромленного арабами войска Хазар-Тархана и других побежденных язычников была воистину трагической. Разгромив хазарское войско, завоеватели угнали на Кавказ 20 тысяч семей. Не выдержав тяжелых условий жизни в неволе, пленники подняли восстание и попытались прорваться в родные степи. Но по дороге их настигли и истребили конные отряды Дамасского халифата, не знавшие пощады к непокорным иноверцам и мятежникам. Признав свое безусловное поражение, правитель Хазар и его окружение согласились на все условия невыгодного для них мира и по одной из ныне существующих версий согласились принять
ислам. Впрочем, это обстоятельство не помешало хазарским каганам и бекам вскоре снова вернуться к древней вере предков, а впоследствии принять иудаизм. Но именно вторая треть VIII века стала тем временным промежутком мировой истории, когда ислам начал распространяться на Северном Кавказе, в Нижнем Поволжье и на бескрайних степных просторах Восточной Европы. В этом месте находилось погребение, которое по своему погребальному обряду, по отсутствию погребального инвентаря, отличалось от прочих. На этом месте нами было исследовано еще и, пожалуй, первое в Среднем Поволжье мусульманское захоронение. Оно находилось в общем ряду тех же погребений раннеболгарского времени. Соответственно, совершено оно было тоже не позже середины VIII столетия, но по обряду, по деталям обряда оно отличалось от прочих погребений. Что это за отличие? Ну, во-первых, погребенный находился в вытянутом на спине положении, головой на запад, лицом повернуто к югу, как это положено по традициям, по канонам ислама. В погребении не было инвентаря. Это единственное безинвентарное захоронение в этой части Новинковского курганного могильника. Но, видимо, соплеменники его, родственники умершего, которые это захоронение совершали, сами мусульманами не были, либо имели об исламе только самые общие представления. И поэтому на перекрытии могильной ямы, на деревянном перекрытии, находилась глиняная посуда, которая, по мнению родственников умерших, должна была обеспечить ему путь в загробный мир. Хазарский каган ведь номинально он подчиняется халифу, но ведь он сохраняет свою независимость. И границы хазарского каганата, как они проходили по Средней Волге, так они здесь и остались. Только позже они сместились на север. И недаром именно во второй половине VIII столетия появляются новые проболгарские памятники на территории, расположенной к северу от современной Самарской области, на территории Ульяновской области и на территории Татарстана. Курганно-грунтовые погребения новинковского типа оставили заметный след на Средней Волге и в средневековой истории Восточной Европы. К историческим памятникам новинковского типа ученые относят десятки погребений Самарской Луки и соседних с нею районов Поволжья. Особый интерес вызывают у исследователей материалы раскопок Кайбельского могильника, проводившихся в середине 20-го столетия, перед затоплением этой территории водами Куйбышевского водохранилища. Рядом с курганами более древней эпохи археологи обнаружили погребения середины VIII – начала IX веков. Их оставило там пришлое, новое для региона население. Над этими погребениями кочевников исследователи четко зафиксировали небольшие курганные насыпи. В насыпях нескольких низких курганов находились известняковые камни, знакомые нам по погребениям новинковского типа на Самарской Луке. Погребенные лежали на спине с вытянутыми конечностями. Строгой закономерности в их ориентировке в ту или иную сторону света не наблюдалось, но все же преобладающим направлением было юго-западное. Под сильно истлевшим костяком одного из погребенных археологи нашли серебряную арабскую монету середины VIII века с куфической надписью. Это было еще одно свидетельство торговых или политических отношений местных племен и народов с мусульманским миром.
В течение IX-X веков ранние волжские булгары, видимо, перешли к бескурганному обряду погребения. Об этом наглядно свидетельствуют археологические материалы Большетарханского, Тетюшского, Танкеевского и ряда других могильников. В ту же историческую эпоху, видимо, происходил переход волжских булгар от кочевого к полуоседлому и оседлому образу жизни. Наверное, для прирожденных степняков он был не легким, не простым. Но все же это произошло, случилось, дав начало первым поселениям средневековой Булгарии. Той удивительной страны, которая родилась на берегах Итиля и Камы, объединила разные племена и народы того времени и навеки заняла достойное, подобающее ей место в мировой истории.